Послушай, разве ты не бьешь свою жену? Ну и что? Ты бьешь свою жену? Ну и что? Скажи правду, ну и что? Ну и что? Он был в тюрьме, он жестоко обращается с женой. Вот это лицо лжеца. Видите ли, вы, мусульмане, годами обвиняли меня в том, что я избиваю жену. Но теперь это отражается на вашем грязном лице. Даже мои дочери могут засвидетельствовать о том, что я никогда не избивал свою жену. Но давайте предположим, что я избивал свою жену. Это означает, что я опозорил учение Иисуса Христа и потерпел неудачу. Я вел себя как Мухаммед. На самом деле я был мусульманином, а не истинным последователем Иисуса. Господь Иисус, прости меня и помилуй. Судебные документы предоставлены Абу Аднаном. В отчете она говорит, что Усман душил ее, и она думала, что она умрет. Он избивал ее и угрожал оружием. Это есть в отчете, и один мусульманин раскрыл все эти отчеты. Она подала на алименты, другими словами, она разводится с ним. Все кончено. Видишь ли, Джек, ты живешь не в Пакистане, а в Америке. В Америке им наплевать на твои законы шариата. Им все равно, пойдешь ли ты к имаму или муфтию. Это Америка. И о чем это нам говорит? Что женщины любят Америку и американские ценности больше, чем Аллаха, его посланника и его законы шариата. Женщины благодарны, что живут в такой стране, где они могут получать пользу от законов, и законы не созданы для того, чтобы ими злоупотребляли. И вот что она пишет, в чем она его обвиняет. Ее зовут Хашима. И свидетель ее сын, который является и его сыном, который дает показания против него. Этот мусульманин выложил все документы против Усмана и рассказал, где он живет. Что сеешь, то и пожнешь. И против тебя будут применены те же меры. Господь Иисус не будет осмеян, и его служители не будут посрамлены. Он восстанет, чтобы отомстить за своих служителей. И я молюсь, что, несмотря на мои грехи, я его раб. Мусульманин разоблачил тебя, потому что все это доступно в интернете. Вы можете найти эти судебные документы, там указаны адреса и имена жены и детей Усмана. Продолжайте выкладывать документы и смотрите, что делает Иисус. Он поднимает людей из вашей среды, чтобы разоблачить вас. Итак, в чем заключается обвинение? Я воспроизведу видео. Именно по этой причине она подает эти документы. И, кстати, именно поэтому мы говорим, что они ожидают предъявления обвинений, потому что это еще не фактическое обвинение, это всего лишь документы, и позже они станут официальными. И знаете, у него будет возможность оспорить эти обвинения в суде. Но давайте рассмотрим их. Хорошо. Итак, первый из них, по ее словам, датирован октябрем 2024 года, датой жестокого обращения. Это самый последний. Самый последний, не первый, ребята, самый последний. Это происходит не в первый раз. И она сказала, что есть свидетель, ее сын Муса, и я скрыла его фамилию. На вопрос, использовал ли человек оружие или угрожал им, она отметила оба варианта. Затем она отметила там, где написано, что он причинил ей вред. Сейчас мы зачитаем ее. Ее показания. Ее слова, которые написаны от руки. Она говорит, что он угрожал причинить ей вред, сказав, что он может убить ее, застрелив, и у него не будет неприятностей, потому что у него есть лицензия на скрытое ношение оружия. Лицензия на скрытое ношение оружия. Он был агрессивен и кричал, и я попыталась увести детей в комнату. Он начал преследовать нас очень быстро. Нас множественное число. Да, ее и детей. Она была с детьми. Держал меня дверью и схватил детей. Когда я попыталась забрать свой телефон, он бросился за мной в погоню. Так что мы вышли через переднюю дверь во двор. Она выбежала из дома на передний двор. Правильно. А потом тут спрашивается, случалось ли это раньше? И она ставит галочку еженедельно. Вы видите это? Она сказала еженедельно, да. В течение последних нескольких лет. И она указала другую дату. Это ее личный почерк и свидетельство в документах. Вы видите это? Затем мы прочитаем несколько аятов из Корана и закончим. Сентябрь. 2024. Хорошо, давайте еще раз подведем итоги. Есть свидетель этого преступления, ее сын Муса, и вот ее показания о том, что произошло. Он угрожал застрелить ее насмерть. Он угрожал застрелить ее, и он сказал, что это сойдет ему с рук, потому что у него есть лицензия, верно? Ему разрешено носить оружие. Я не знаю, что это. Я не знаю, почему это должно означать, что ему все сойдет с рук. Но он так сказал. Он кричал, выгоняя их из комнаты. Выгонял их из дома. Да уж. Они, очевидно, опасались за свою жизнь. И они вышли на передний двор. Ладно, но это еще не все, ребята. Это только начало. Вы, ребята, понятия не имеете, что вас ждет. Хорошо? Вот вам второй инцидент, о котором она упомянула. Это было еще в сентябре 2023 года. На этот раз свидетелей не было, и он не угрожал ей пистолетом. Посмотрите здесь, если увидите. Во время интимной близости он душил меня. Я думала, что потеряю сознание. Я начала упираться в него ногами. Это продолжалось около минуты. У меня несколько месяцев болело горло. Опять же, здесь все есть. Он разозлился, схватил лежавший рядом с кроватью пистолет и приставил его к моей голове, нажимая на него и причиняя мне боль. Смотрите ее показания. Я испугалась за свою жизнь. Он сказал, что может забрать у меня детей, поэтому я не должна говорить об этом. Вот оно, прямо здесь. Это судебные документы. Что там было насчет того, что мы избиваем своих жен? Вы грязные подонки. Одобряет ли это Коран? Да. Вел ли себя Усман как Мухаммед? Да.
Вы должны ненавидеть Мухаммеда так же сильно, как и сатану, потому что Мухаммед — это сатана во плоти. Если бы сатана обрел плоть, он стал бы Мухаммедом. Чему учит Коран? Мужчины управляют женщинами, потому что Аллах сделал так, чтобы один из них превосходил другого. Это означает, что Аллах поставил мужчин выше женщин. Поскольку они тратят из своего имущества, то хорошие женщины должны быть послушны. Смотрите, женщины, если вы хорошие, то вы подчиняетесь. Вы созданы для того, чтобы подчиняться. Вы половая тряпка, вы рабыня. Вы собственность, принадлежащая мужчинам. Посмотрите все серии, которые я снял о женщинах в исламе. Храня в тайне то, что охраняет Аллах. Что касается тех, от кого опасаетесь бунта, увещевайте их. Отправляйте спать отдельно от себя и бичуйте их. Некоторые мусульмане скажут вам, что это последовательные шаги. Заметьте, дело не в том, бунтовала ли жена. Если вы подозреваете, что она бунтует, если вы боитесь, что она бунтует, если у вас есть подозрения, сделайте ей замечание, а затем прогоните ее из своей постели. Знаете почему? Можно подумать, что это наказание для мужчины. Помните, что ислам разрешает мужчинам иметь до 4 жен и неограниченное количество наложниц. Так что я могу игнорировать одну жену и не быть с ней. И именно она страдает от отсутствия близости, в то время как я все еще наслаждаюсь жизнью со своими другими женами и наложницами. Видите, это Аллах и его посланник. Так вот этого вы хотите, женщины? И потом, если они повинуются тебе, не ищи пути против них. Воистину Аллах превысокий, превознесенный и великий. Теперь другие толкования этого отрывка. Радва и бей их. Мухаммед Асад, принявший ислам, он был евреем, я не знаю почему. Тогда бей их. Абдель Халим, тогда ударь их. Мухаммед, ударь их. Тала Итани, тогда ударь их. Али Бахтияри Неджат, затем отшлепай их. Не сильно, не в гневе. Почему? Она что, твой ребенок, чтобы отшлепать ее? Вы шлепаете детей. Ну зачем вам шлепать свою жену? Она что, твой ребенок? Да, потому что в исламе ваши дети и ваши жены — это ваша собственность. Об этом говорится в главе 3, стихе 14 Корана. Они ваша собственность. А в главе 2, аяте 223, они ваше поле, на котором вы можете пахать. Хасан Аль-Фатих Гарибулла. И избивайте их. Некоторых женщин избили так сильно, то у них оставались синяки на теле. И Мухаммед не стал упрекать мужчин. Он упрекал женщин за то, что они клеветали на мужчин. Сахих Аль-Бухари, том 7, книга 72, номер 715. И Крима рассказал, что Рифа развелся со своей женой, а затем Абдурахман ибн Зубайр Аль-Хурази женился на ней. Теперь обратите внимание, что в исламе, если вы совершаете то, что называется безвозвратный развод, позвольте мне объяснить не мусульманам, что такое безвозвратный развод. Что такое безвозвратный развод? Если я скажу своей жене талак, это будет только один раз. Я еще не разведен. Если я вернусь к ней и скажу талак, я все еще не разведен, все еще женат. Но если я вернусь к ней в 3-й раз и скажу талак, то все кончено. 3 произнесения талак — это развод. Браку конец. Единственный способ, которым я могу принять ее обратно, это если она выйдет за кого-нибудь замуж, а затем они переспят. А потом она разведется, и я смогу принять ее обратно. Итак, мужчина, который женится на ней, вступает с ней в половые отношения и разводится с ней. Он делает ее законной, чтобы я мог забрать ее обратно. Его называют мухаллиль, тот, кто делает халяль, дозволенным. Халяль. Некоторые мусульмане скажут, что нужно произносить талак в разных случаях. Некоторые скажут, что нет. Можно произносить все это за раз. Так что если я скажу талак, 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 все закончится. Некоторые говорят, что нет, это всего лишь одно утверждение. Итак, вот история. Мужчина окончательно и бесповоротно развелся со своей женой. На ней женился кто-то другой. И Крима рассказал, что Рифа развелся со своей женой, а Абдурахман взял его жену. Айша рассказала, что она, разведенная жена Рифа, пришла к Айше, одетая в зеленую накидку, химар, и пожаловалась ей, показав ей синяки на коже. Абдурахман избил ее так сильно, что на коже остались синяки. Они были зеленее, чем ее зеленая накидка. Послушайте, что говорит Айша. Поэтому, когда они говорят «нет», ислам возвышает женщин, придает им достоинство, ценит женщин, а Мухаммед был защитником прав женщин. Да, в вашем безумном воображении. В то время женщины помогали друг другу. Когда пришел посланник Аллаха, Айша сказала: «Я никогда не видела, чтобы какая-нибудь женщина терпела то, что терпят верующие женщины. Ее кожа зеленее, чем ее одежда». Вы уловили это? Вот малолетняя невеста Мухаммеда, которую он оседлал верхом. Она признает, что мусульманским женщинам приходилось хуже, чем любым другим женщинам. С мусульманками обращались хуже, чем с христианками, еврейками и язычницами. И она говорит, что ее кожа зеленее, чем ее одежда. Так вот, Абдурахман услышал, что она пошла к посланнику Аллаха и пришел с 2 своими сыновьями от другой женщины. А теперь смотрите, вы думаете, Мухаммед был сторонником свободы женщин? Тогда он бы упрекнул Абдурахмана: «Позор тебе, ты ведешь себя как неверующий. Как ты с ней так поступил?» Нет, вместо этого он злится на женщину за это обвинение. И Абдурахман привел своих сыновей от другой женщины. Его жена сказала: «Клянусь Аллахом, я не совершил
совершила ничего дурного из-за уважения к нему, но от него мне не больше пользы, чем от этого. И она взялась за край своего одеяния. Это значит, что он не может быть близок со мной. Он не в состоянии. И Абдурахман разозлился. Абдурахман сказал: клянусь Аллахом, она лжет, посланник Аллаха. Я совершенно здоров и достаточно силен, но она непослушна и хочет вернуться к Рифа. Обратите внимание, она говорит, что он не способен на интимные отношения с ней. Он говорит, что она лжет. Она хочет, чтобы я расстроился и развелся с ней, потому что она хочет вернуться к своему первому мужу. Теперь вы понимаете, почему распавшиеся браки и повторные браки так тяжело переживаются? Почему? Потому что она все еще любит своего бывшего мужа. В этом-то и заключается опасность. В падшем мире, разрушенном мире, когда мы не следуем заповедям Иисуса, не почитаем Господа Иисуса в браке и действуем вопреки воле Господа, вы никогда не можете быть абсолютно уверены в том, есть ли у вашей супруги желание к предыдущему супругу. Это то, чем вы должны рискнуть, не так ли? Потому что, опять же, если вы вступаете в брак во второй раз с одобрения церкви, вы не хотите говорить своей жене о том, что у вас все еще есть чувства к вашей предыдущей жене или к вашему мужу, что вы все еще любите своего предыдущего мужа. Никто не хочет этого слышать, никто не хочет быть на втором месте. Но это последствия падшего мира, и все из-за греха сатаны, верно? Искушение. Мы не чтим Бога и не ищем Его воли. Когда мы поступаем не так, как Он хочет, мы страдаем от последствий, верно? И вот мужчина говорит, что нет, она просто пытается найти оправдание. Она хочет вернуться к своему первому мужу. А теперь смотрите, Мухаммед упрекнул ее в том, что он так сильно избил ее. И посланник Аллаха сказал, что если это так, то ты незаконно и не подходишь для Рифа, пока Абдурахман не испытает твою сладость. Вы видите, что сказал Мухаммед? Нет, он должен переспать с тобой. Но теперь предположим, что он импотент. Он никогда не сможет переспать с ней. Что тогда делать? Что произойдет? Посмотрите на Мухаммеда, на гения, на Эйнштейна. Потому что Мухаммед, помните, он гений. Он увидел двух мальчиков рядом с Абдурахманом и спросил: «Это твои сыновья?» Он ответил: «Да». Мухаммед сказал, что теперь он упрекает женщину. Вот тот, о котором ты говоришь, что он не способен. Но клянусь Аллахом, они похожи на него, как ворона похожа на другую ворону. Вы видите логику Мухаммеда? Ты утверждаешь, что он импотент, ты утверждаешь, что он не может вступить в половые отношения с тобой, но эти два мальчика похожи на него. Я думаю, что Эйнштейн не понимал, что у человека могут возникнуть трудности с интимной близостью, даже после того, если раньше он был достаточно силен, чтобы иметь детей. Это не значит, что позже он не может стать импотентом или не станет им. Но в этом-то и заключается гениальность Мухаммеда. Ладно, вы все поняли, верно? Итак, продолжим. Это был единственный раз. Что ж, давайте посмотрим. И заметьте, ни одного упрека. Не сказано, что нужно перестать бить их так сильно. Не так сильно. Это уровень сахих. Сунан Аби Дауд, хадис номер 2453. Посмотрите на репутацию мужчин, суннитов. Передал Абу Саид Аль-Худри. Когда мы были с пророком, к нему пришла женщина. Она сказала: «Посланник Аллаха, мой муж Сафан ибн Аль-Муатль бьет меня, когда я молюсь, и заставляет меня прерывать пост, когда я соблюдаю пост. И он не совершает утреннюю молитву до восхода солнца». Он спрашивает Сафана, который присутствовал при этом, о том, что она сказала. Тот ответил: «Посланник Аллаха, что касается ее заявления, он бьет меня, когда я молюсь, то она читает 2 суры во время молитвы, и я запретил ей делать это». Мухаммед сказал, что людям достаточно прочитать 1 суру. И ни слова о том, какого черта ты ударил ее, чувак. Какого черта ты ее ударил? Ладно, пусть она прочтет только 1 суру. Сафан продолжил. Она говорит, что он заставляет меня нарушать пост. Не похоже, чтобы она соблюдала пост. Я молодой человек, я не могу сдерживаться. Вы понимаете, что это значит? Она не хочет. Она не хочет вступать со мной в интимные отношения. И я не могу этого вынести. Тогда посланник Аллаха сказал, что женщина не должна поститься без разрешения своего мужа. Вы поняли? Вам, женщинам, нужно получить разрешение своего мужа. Если он скажет нет, значит нет. Так? Вот и все. Но я собираюсь показать вам разницу между истинным Богом и учением Мухаммеда. Но давайте разберем еще кое-что. Это Азбаб аль-Нузуль, случайное откровение Али ибн Ахмада аль-Вахиди, 434. Почему оно было ниспослано? Посмотрите на Мухаммеда. Он проявил больше сострадания, чем его Бог. Почему? Сказал Мухаттиль. Аят мужчины отвечает за женщин был ниспослан Асаде ибн Ар-Раби, который был одним из лидеров-помощников Нухаба, и его жене Хабиби ибн Заид ибн Абу Зухайр. Они оба были из помощников. Случилось так, что Сад ударил свою жену по лицу. Не мисваком. Он не пользовался зубной щеткой. Он не просто легонько постучал. Он просто ударил ее так, чтобы она это запомнила, потому что она взбунтовалась против него. Хорошо, давайте посмотрим, что сказал Аллах и его посланник. Затем ее отец отправился с ней к пророку. Он сказал, что отдал ему свою дочь замуж, а он ударил ее. Ударил так, чтобы она это запомнила. Пророк сказал, пусть она отомстит своему мужу. Когда же она уходила со своим отцом, чтобы совершить возмездие, ведь пророк сказал, давай ударь его в ответ, потребуй справедливости. Но вдруг Мухаммед говорит, подожди, Джибраил пришел ко мне, вернись, Джибраил явился ко мне, и Аллах
превознесен он, не спасал этот стих. Другими словами, Аллах сказал: к сожалению, ты не можешь искать возмездие. Он имел полное право бить тебя. Вот что сказал Мухаммед. Ниспослан стих. Извините, он может ударить ее, когда захочет, если боится бунта. Посланник Аллаха сказал: мы хотели одного, а Аллах хотел другого. И то, что хочет Аллах, благо. Затем возмездие было приостановлено. Вы улавливаете это? Мы почти закончили. Сообщил Саид ибн Мухаммад ибн Ахмад аз-Захид. Ла, еще 15 минут. Юнус ибн Аль-Асан, который сообщил, что мужчина ударил свою жену. Она пожаловалась на него пророку. Ее семья, которая поехала с ней, сказала: «О посланник Аллаха, такой-то ударил нашу девочку». Пророк продолжал повторять: «Возмездие, поквитайтесь с ним, не может быть другого приговора». Но подожди, Мухаммед, ты поторопился с решением. Но затем был ниспослан этот стих о том, что мужчины отвечают за женщин. Пророк сказал: мы хотели одного, а Аллах хотел другого. Извините, это грустно, это плохо. Но Аллах сказал: нет, мужчина имеет право бить свою жену. Ты имеешь в виду пощечину? Да. Сделайте ей синяк? Да. Не мисваком. Не позволяйте им лгать вам. В его рассказе нет ничего, что говорило бы: «О, легонько стукни ее, стукни». Еще одно. Мужчина ударил свою жену, а в стихе говорится: «Ну, отстойно быть тобой». Вот и все. Даже рабыня Айши, когда Айшу обвинили в супружеской измене, Али схватил рабыню и попытался выбить из нее признание. Сурат Расулуллах, страница 496. Что касается Али, то он сказал, что женщин много. Ты можешь легко заменить одну на другую, Мухаммед. Избавься от Айши. Вот почему Айша ненавидела Али до самой смерти. Люди не знают, что когда Айшу обвинили в супружеской измене, Али сказал: избавься от нее. Есть слишком много женщин. Она тебе не нужна. И она узнала об этом и пришла в ярость. Так что позже Айша возглавила битву против Али. Это называется битва верблюдов, в которой сподвижники Мухаммеда сражались против Али. И Али заставил сподвижников Мухаммеда сражаться со сподвижниками Мухаммеда по требованию Айши. И некоторые из них были убиты. Сподвижники Мухаммеда были убиты в бою своими же сподвижниками и учениками Мухаммеда. А затем Али отправил Айшу под домашний арест, то есть ей пришлось сидеть дома. Вот в чем мерзость ислама. Сподвижники Мухаммеда ополчились друг против друга и убили друг друга. Спросите рабыню, она скажет вам правду. Пророк позвал Бураида, чтобы допросить ее, а Али встал и жестоко избил ее. Женщина по имени Фатима бинт Каис хотела выйти замуж. И вот Мухаммед говорит о нескольких подходящих и не очень мужьях для нее. Посмотрите, что он говорит. Муавия, Абу Джам и Усама бин Заид просили ее руки. Посмотрите на Мухаммеда. Это из Сахих Муслим 35-26. Что касается Муавии, то он бедный человек. У него нет никакого имущества. Что касается Абу Джама, то он отлично избивает женщин. Заметьте, Мухаммед признает, что этот парень известен тем, что заставляет своих женщин подчиняться, избивая их. И он не останавливается его. Другими словами, он говорит: ты уверена, что хочешь выйти за него замуж? Потому что он и тебя побьет. И снова, Сахих Муслим номер 35-27. Абу Джам очень суров с женщинами. Или он бьет женщин, или что-то в этом роде. Обратите внимание на признание. Есть мужчины-мусульмане, избивающие своих женщин, и Мухаммед не упрекает их, не осуждает их. Смотрите, он заставляет своих женщин подчиняться. Ты уверена, что хочешь выйти за него замуж? Вот опять, те, кому нужен Сахих Муслим. Это из рассказов Сахих Муслим. Это хадис Ибн Маджа. Сахих, книга 9, хадис 1942. Опять же, как и в случае с Абу Джамом, он мужчина, который обычно бьет женщин, верно? Хорошо, еще несколько рассказов, и мы закончим. Эти слова принадлежат Али Дашти, который написал прекрасную книгу о Мухаммеде, разоблачающую его больше, чем все остальные. Превосходная книга. Ее пришлось написать посмертно на иранском языке. И посмотрите, что он говорит о некоторых сподвижниках Мухаммеда. Абу Бакр Аль-Асма была четвертой женой Зубайра ибн Аль-Авамма, одного из первых последователей пророка. И, как сказал передающий, всякий раз, когда Зубайр сердился на кого-то из нас, он бил жену до тех пор, пока палка не ломалась. Сподвижник Мухаммеда, которому он обещал рай, известен тем, что избивал женщин палкой. Но вы хотите сказать, что он легонько делал стук-стук-стук? Ладно. И вот опять. Сунан бин Маджах, Рияд ас-Салихин, сборник рассказов. Умар передал, что пророк сказал: ни у кого не следует спрашивать о причине избиения своей жены. Не твое дело. Это не твое дело. Это есть в сети. Вы, ребята, все думаете, что я вру. Это подлинные рассказы. Сахих Хасан. Они не Мауду и не Даиф. Не позволяйте им лгать вам, хорошо? Это есть в интернете. Мухаммед сказал, что вам лучше не спрашивать мужчину, почему он бьет свою жену. Это не ваше дело. Вот, Сусан бин Маджа. Это главы о браке. Хасан, книга 9, хадис 20-62. Сообщается, что Ашад бин Кайс сказал: «Я был гостем в доме Умара. Однажды ночью он пошел и ударил свою жену. Умар отбивает вкус у своей жены на глазах у гостя, бьет жену на глазах у гостя. Я разнял их, он встал между ними. Когда он шел спать, он сказал мне: «О, Ашад, узнай от меня кое-что из того, что я слышал от посланника Аллаха. Нельзя спрашивать мужчину, почему он бьет свою жену.
Не ложись спать, пока не прочтешь витр. Другими словами, Ашат, ты был неправ. Тебе не следовало вставать между мной и моей женой. Пророк сатаны, сын сатаны, сказал: ты не будешь останавливать мужчину или расспрашивать его о том, почему он бьет свою жену. Это не твое дело, не твое дело. Так вот, они поступили очень нечестно и ужасно. Это рассказ из Сахих Муслим. Любой, кто читает по-арабски, и я докажу это, я покажу вам, что это означает, что Мухаммед ударил Айшу в грудь. И ударил сильно, причинив ей боль. Вы знаете, что они сделали с онлайн-версией? Они изменили ее. Сахих Муслим, хадис 21-27. Если вы перейдете по ссылке sunna.com, они изменили формулировку, но я нашел ту, которая все еще содержит старую формулировку. Потому что Мухаммед вставал ночью и тайком уходил из дома. Айша не доверяла Мухаммеду, потому что знала, какой он подонок и педофил. Она думала, что он уходит к одной из своих других жен, поэтому она тайно последовала за ним. А потом, когда Мухаммед возвращался, так как он не заходил ни в один из домов своей жены, чтобы напасть на них, она тайно последовала за ним, а потом, когда он вернулся, побежала, чтобы добраться домой раньше него. И она запыхалась, а он испугался. Посмотрите, что он сказал. Он спросил: не твою ли темную тень я видел перед собой? Я сказала: да. Он ударил меня в грудь, что причинило мне боль, а затем сказал: неужели ты думала, что Аллах и его посланник поступят с тобой несправедливо? То есть он ударил ее прямо в грудь. Помните, это ребенок-невеста. Это маленькая девочка, ребенок-невеста. И она напугала его, потому что он увидел тень. И он такой: ты что, следила за мной? И ты задаешь мне вопросы? Как ты посмела? Удар прямо в грудь маленькой девочки. Вот что он сделал. На арабском все ясно. Он ударил ее в грудь. И что же я сделал? Я иду и опровергаю ложь, согласно которой это не означало, что он сильно ударил ее в грудь. Он ударил меня в грудь, что причинило мне боль. Это Сунан ан-Насай, рассказ тот же. Он сказал: значит, ты и была тем черным силуэтом, который я видел перед собой? Я сказала: да. Он ударил меня в грудь, что причинило мне боль. Сахих. Опять же, ударил — это плохой перевод. Так говорят некоторые мусульмане. Это означает толкнуть, толкать. Видите, в каком они отчаянии? Так что же я сделал? Я посмотрел на значение термина лахат. Он оттолкнул ее, оттолкнулся от нее, сильно толкнул ее в грудь. Даже толчок должен быть сильным. Например, убирайся отсюда. Вы понимаете, что это значит? Это все равно, что сделать с кем-то вот так. Убирайся отсюда. Верно? Убирайся отсюда. Вы понимаете, что это значит? Однако они не цитируют то, что на самом деле написано в словарях. Слово лахат. Эдвард Уильям Лейн. Арабско-английский словарь. Оттолкнуть кого-то, оттолкнуться от кого-то, сильно толкнуть кого-то в грудь. Неистово. Или он отталкивал ее, испытывая отвращение к ее низости или презренности. Или бил ее в грудь. Они не дадут вам всей информации. Лахат. Фрэнсис Джозеф Стайн. Арабско-английский словарь. Притеснять, унижать, бить, давить — это сильный толчок, сильный удар в грудь. Не позволяйте ему лгать вам. Таким образом, в заключении здесь говорится, что он ударил меня в грудь, причинив мне боль.